Здравствуйте! Предлагаю следующие 15 минут поговорить о нашем с вами городе. Мы с вами к нему пригляделись уже, а между тем для взгляда человека приезжего он выглядит особенно, я бы сказал так, неуютным. Пустынные улицы, пыль, отсутствие зелени, в общем-то неприглядная картина. Особенно бросается в глаза вот эта наша сиротливость при взгляде на дома, живописные декорации, да и только для кино. В свое время советские журналисты в репортажах из США живописали нищету человека труда как раз вот такими кадрами. Подозреваю, что и другие города не богаче, не лучше Якутска, однако их сиротливость, вот такую-то неухоженность какую-то, очень сильно скрашивает озеленение. Место для города выбрано неудачно. Мало что у нас поэтому растет, вот это нам так говорят. А мы-то с вами видим, как планомерно уничтожаются даже те немногие деревца, насаждения, что зацепились своими корнями в неблагодарную почву. В последнее время немногочисленны скверы, разбивка которых, надо сказать, в свое время сопровождалась громкими речами и призывами. Так вот, эти скверы один за другим исчезают с карты Якутска. С экономической точки зрения оно, наверное, и понятно, зачем деньги в землю закапывать для поддержания тех же скверов, если из этих земельных участков деньги можно качать, что называется, за аренду офисных помещений и продажу квартир. И все-таки несколько оазисов в нашем городе можно насчитать. Это могут быть какие-то очень маленькие объекты, скажем, киоски, остановки. Вот мне, к примеру, очень симпатичен такой на улице Кирова возле городского управления пенсионного фонда. Есть еще и другие. И симпатичен также мне и опыт депутата горсовета Игоря Олейникова, который не первый год бьется за озеленение улицы Дзержинского. Бьется, причем чуть ли не в буквальном смысле слова. 2 года мы первоначально посадили 650 саженцев, абсолютно новых, чтобы и посмотрели, приживутся, не приживутся. Саженцы принялись. Не все, но прижились. В том году поменяли порядка 150 деревьев, в этом году уже 70. Причем из этих 70 деревьев процентов 60 поломали люди, как ни прискорбно это звучит. И только там, по-моему, саженцев 30, небольшое совсем количество, пришлось поменять только потому, что они не приживаются. А все остальное ломают люди, для которых мы это, в принципе, и делаем. Поэтому не случайно появились таблички на улице. Осторожно, газон зеленый. Ставим таблички там, где тропки люди проложили. Умудряется даже таблички ломать. Сегодня в этом году мы сплошняком посадили петуни, которые пойдут от площади Орджоникидзе до Федора Попова. Вдоль тротуара будут петуни. Надеюсь, хоть люди увидят цветы, по цветам ходить не будут. Это получается такая полоса заграждения? Своеобразная. Много предложений было. Горожане, которые живут в Губинском округе, это граница моего округа избирательного. Поэтому Дзержинского и Чиряева. Да, почему Дзержинского, и Чиряева. Предлагают вплоть до колючей проволоки сделать, чтобы саженцы, все же видят, что работа идет. Садят, ребятишки садят деревья эти, ухаживают за цветами. В течение всего лета 10 человек. Металлические ограждения наших палисадников и скверов – это отдельная песня. Зачастую без вот таких вот инженерных заградительных сооружений догадаться, что перед вами газон, просто невозможно. Появилась даже своего рода мода на оградки. Руководители предприятий, учреждений упражняются в дизайне. И что самое грустное, эти оградки стоят значительно дороже, чем сами насаждения. Дело, конечно же, в людях, которые способны не на разовое какое-то геройство, даже в смысле ограждения в своих скверах или каких-то зеленых насаждений, а в ежедневном копании в земле. Таким свойством отличается Петр Голобайчук. Именно его привлек депутат Олейников для реализации своего проекта. Мы дошли до Дома быта. Да. От Дома быта в прошлом году. А сейчас от Дома быта до Чиряева и поворачиваем на Чиряева и от Чиряева улицу. Полностью лето, уход за цветами, за деревьями, за всей улицей. Это ваше основное занятие? Да. А зимой вы чем занимаетесь? А зимой отдыхаю. И готовлюсь обратно, цветы высаживать, чтобы выращивать. А так вы где работаете? Я пенсионер, но вообще-то частный предприниматель.
индивидуально. Человек, который очень много деревьев посадил по городу Якутску и которые прижились в этом городе. Каждое лето теперь по 4 часа он уделяет именно нашей этой аллее, так скажем, по Дзержинского. В этом году Дзержинская, и немножко попробуем облагородить улицу Черяева. Улицу Черяева. Посадим цветы, какие-то мертвые деревья уберем, живые оставим, что-то нужно досадим. Ну, буду надеяться, что все-таки горожане будут ценить труд. Тем более труд-то такой, полезный труд. Работает, ребята очень много работают. Ребята, а ну давайте поработаем. Как? Давай, быстренько. Сейчас посмотрим. Они работают у меня классно. Все молодцы. Вот со всех волонтеров они работают у меня очень хорошо. Ребята, без лопаты сюда. Это чтобы трава не пробивала через землю. Мы ее отгораживаем от травы. Нет, работают ребята молодцы, конечно, молодцы. И хотелось бы большое спасибо им сказать. То, что действительно большой труд делают они. Ну, большую поддержку глава города оказал, Илья Филиппович Михальчук. Ну и руководители самой администрации, другие. Потому что на сегодняшний день мы договорились, что поливать именно вода. Поливаем мы, а воду дает администрация. А сегодня вы знаете, что сегодня вода стоит очень больших денег. Да. Поэтому, конечно, существенная помощь. Тендер выиграл нас кто, я не знаю, как и фамилия зовут, выиграл тендер по поливу. И ни разу, вот я сейчас копнул, специально покопнул, что тут мокрая, сухая земля. Земля сухая. Вот еще немножко поливалось, а я полил свои, у меня там бочка стоит двухкубовая. Вот я поливаю цветы, успеваю где-то высаженные деревья новые поливаю. А обращался в благоустройство везде, бесполезно, не поливать. Пролетит на скорости, как будто поливает. Для людей он поливает, как будто бы. Вот пролетел. Сейчас где-то там будет поливать, я не знаю. 2 года этой программе, вот кто-то, я имею в виду руководители других предприятий, кто-то поддержал ее, включился в эту же, так сказать, компанию, нет? Ну, поддержала мэрия прежде всего. Альбина Михайловна Лыхина поддержала горячо. Помимо того, что озеленяем, поддержку получили по поводу ребят, которые работают у нас. Эти ребята все получают деньги, получают от мэрии, мэрия им платит. Подростки рады стараться заработать за лето, в данном случае на озеленении. А сам депутат рад тем, что для него одним разочарованием в этой жизни станет меньше. А что еще вам не нравится в нашем городе? В городе чувство временности населения. В чем оно проявляется? А вот в этих улицах, посмотрите, что творится весной на улицах. Когда эти же ребятишки идут по улицам и собирают эту всю грязь, которая после зимы. И бутылки пустые, и пачки, и не знаю, чего только нет на этих улицах. Просто я сколько раз был свидетелем и сколько раз сам уже с людьми разговаривал. Покурил пачку сигарет, сам смял, кинул тут же. То есть, извините, если мы помойки, ведра помойные оставляем в подъездах своих собственных домов, не можем 2 шага дойти до, извините, до контейнера, ну, о чем это говорит? То есть мы сами себя, получается, не уважаем. Ну, соответственно, и состояние города такое. Конечно, есть какие-то нарекания в адрес коммунальных служб, но по большому-то счету, это же мы в этом городе живем. И в этом же городе, извините, гадим. Поэтому, конечно, хотелось бы, на сегодняшний день, по крайней мере, если в центральных городах, да опять же, о том же Новосибирске,
У меня родители сами лично посадили там около 10 деревьев в своем дворе, потому что они знают, что они в этом городе живут, извините, будут жить в этом городе, и они садят, то когда смотришь по Якутску, это удивительный случай, когда люди выходят на субботники в собственный двор. Я недавно был на лечении в Чехии, так мы вообще были удивлены. Частные дворы, дома не лучше наших выглядят. Люди, в принципе, живут бедно. Но во дворе все ухожено, чистенько, посажены деревья, лишних вещей нету. Я уж не говорю про мусор. Мне кажется, от людей все зависит. От состояния души. Правильно, временщики. Поэтому я говорю, самая главная проблема того, что люди себя чувствуют временно. А это вот самое главное. А откуда наберется такое ощущение? Наверное, желание уехать на материк у многих. Не знаю. Ну это у русских, а у местных тоже вроде такое ощущение, что они как бы временно здесь. Мне кажется, это общее состояние у людей. Неопределенность. Неопределенности, вот этой социальной неустроенности. Так и будет дальше? Да мне кажется, что-то дозвенится. Сегодня достаточно много предпринимателей, не я один, пытаются хоть как-то благоустроить город. По крайней мере, то, что сегодня строится в городе, новые дома, скажем, новые какие-то аллеи, там люди пытаются хоть как-то поддерживать. Ну, радует. Дай Бог, чтобы в городе стало больше асфальта, меньше песка, больше зеленых участков каких-то, больше деревьев, цветов больше. По крайней мере, предприниматели, которых я знаю на сегодняшний день, в этом крайне заинтересованы. И по возможности многие пытаются это сделать. Таких ухоженных местечек в нашем городе, увы, достаточно мало. Ну, то, что Якутск со временем превратится в райские кущи, я, честно говоря, не верю. Вообще не верю даже. Ну, а вот то, что хоть что-то появится хорошее и красивое в нашем городе, как считает тут и Игорь Олейников, депутат Горсовета, я верю. И прежде всего потому, что действительно предприниматели, которые благоустраивают как-то прилегающие территории к своим участкам, объектам каким-то становится все больше. И делают это они не от того, что у них над душой, что называется, стоят санэпидемстанции, либо мэрия, а делают они это прежде всего для себя. Ну, а мы, попутно, горожане, этому тоже будем радоваться. До свидания.